В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Глава Якутии Асыл Николаев вручил награды в День Героев Отечества. Более 180 обманутых дольщиков в Якутске получат свои квартиры. С наступлением зимы количество бытовых пожаров в жилых домах увеличивается. По всей Якутии проходит операция «Жилище-2020». Сегодня глава Якутии Асыл Николаев вручил орден 3-й степени сыновьям и внуку участника Великой Отечественной войны Васильева Тита Степановича. Защитник Родины родился в Сунтарском Улусе и был призван на войну в мае 1942 года. В 1944 году был представлен к награде орденом славы 3-й степени. Так получилось, что Тит Васильев не получил свои награды. В 1989 году он скончался. И вот сегодня, в День Героев Отечества, сыновья Тита Васильева получили орден отца. Отец всю жизнь работал в совхозе, бригадиром, завхозом. Про войну вообще не рассказывал. Вы даже не знаете, что у него этот орден представлен. Про войну вообще не рассказывал. А вот когда узнали, что? Узнали мы, у нас гордость такая, уже внуки, правнуки, все. Мы гордимся своим дедом. И мы через 76 лет мы готовимся получать. И мы спасибо скажем нашему Илдархану Арсению Сергеевичу. Проблемы и перспективы авиационной отрасли Якутии. Эти вопросы глава региона Асыл Николаев обсудил с руководителями авиакомпании «Якутия» и «Полярной авиалинии», а также с руководством аэропорта Якутск. Руководитель региона отметил, что в этом году в связи с пандемией авиационная отрасль претерпела колоссальные убытки. Несмотря на это, авиакомпания «Полярные авиалинии» завершила год с неплохими финансово-экономическими результатами. Кроме итогов года, на совещании обсудили проблемные моменты в отрасли, которые не связаны с пандемией коронавируса, а также пути их решения. Вопросы коснулись и аэропорта Якутска. В частности, говорили о дальнейшем обустройстве этого предприятия. За сутки в Якутии выявили 203 новых случая заболевания коронавирусом, 32 из которых носители COVID-19. Это данные регионального оперштаба. На столицу республики приходится 99 случаев, остальные в районах республики. За сутки лабораториями региона проведено 3155 исследований на COVID-19. Более 180 обманутых дольщиков «Монолитстрой» наконец получат свои квартиры. Застройщик был признан банкротом еще зимой 2018 года. Всего от действий компании пострадали 312 граждан. Как сейчас обстоят дела, расскажет Сарглана Неустроева. Родители Аяла Молокотина купили в ипотеку квартиру на Автодорожной еще в 2016-м. Покупка обошлась им более чем в 2 миллиона. Сумма по тем временам не маленькая. Однако вышло так, что семья вынуждена выплачивать около 28 тысяч в месяц за сваи и жить в общежитии. Благо районная прописка позволяет. Я сейчас учусь в аспирантуре и, по идее, должен был бы жить уже в том доме. В 2018 году должны были уже ввести дом, и мы еще по договору уступки должны были получить по чистовой отделке. Уже готовые квартиры должны были зайти и пожить там. Придется так жить в общежитии. Наконец, проблема с мертвой точки сдвинулась. И 3 декабря этого года Фондом защиты прав участников долевого строительства было принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства дома. При этом все права застройщика будут переданы региональному фонду защиты прав дольщиков. Со стороны Республики Саха-Якутия, Минстроем Республики, и с нашим региональным фондом ведется контроль, и мы со своей стороны будем все максимальные сроки, которые у нас есть, сокращать для того, чтобы наши граждане как можно быстрее получили свои жилые помещения. Также, как отмечает министр, в настоящее время есть четкие механизмы работы по борьбе с недобросовестными застройщиками и помощи обманутым дольщикам. По сравнению с прошлыми годами, когда пострадавшие чуть ли не годами ждали у моря погоды, теперь эти вопросы решаются гораздо оперативнее. Понимание, каким образом будут решаться
завершение либо компенсация. Да. Значительная часть объектов у нас идет по линии федерального фонда. Да, и сегодня мы ждем также решения наблюдательного совета по объектам, по 2 объектам застройщика «Симир» и по 4 объектам ЧРФИК. Так, в 2019 году ППК фондом были осуществлены выплаты 145 дольщикам. А с начала этого года устранены уже 5 проблемных объектов из 17. Еще один объект будет введен самостоятельно застройщиком. В итоге на следующий год остается решить проблему еще 11 объектов. Саргалана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. С наступлением зимы количество бытовых пожаров в жилых домах увеличивается. Связано это с тем, что граждане не всегда соблюдают правила пожарной безопасности при использовании печей и электронагревательных приборов. По всей Якутии сейчас проходит операция «Жилище-2020». Так, в столице региона сотрудники МЧС совместно с работниками управления Октябрьского округа провели рейд по местам проживания многодетных семей. Они провели профилактические беседы с населением о соблюдении требований пожарной безопасности в быту, вручили памятки и напомнили номера телефонов экстренных служб. Стоит отметить, что с октября этого года в Якутии зарегистрировано свыше 400 пожаров. Большая часть из них произошла в жилом секторе. При проведении профилактических мероприятий специалисты МЧС России разъясняют населению об основных требованиях пожарной безопасности. В частности, это использование дополнительного электрооборудования, например, электрообогревателей, что их необходимо приобретать только с сертификатом соответствия требованиям пожарной безопасности. В целом, также необходимо проверить полностью электропроводку в квартире. Зачастую граждане при приобретении квартиры не заменяют, либо не производят замеры сопротивления линии электропроводов. Коренные и малочисленные народы Севера могут привлечь в обеспечении деятельности Северного морского пути. Всего же в Арктике за 15 лет создадут более 180 тысяч новых рабочих мест. Такие данные получены по итогам исследования прогнозной кадровой потребности в экономике Арктики. 140 тысяч новых рабочих мест в регионе будет создано за счет реализации около 200 инвестпроектов с вложениями в объеме 19 триллионов рублей. Еще 42 тысячи рабочих мест за счет развития уже существующих производств. Эти новые рабочие места преимущественно появятся в Мурманской области, в арктических муниципалитетах Красноярского края и Архангельской области. В Алмазном регионе 2020 год богат на юбилейные события. 55 лет отмечает со дня образования Мирнинский район. 125-летие празднует и старейшее село Тас-Юрях. Сегодня оно негласный центр нефтегазодобывающей промышленности в Якутии. Как на жизнь маленького села влияет соседство с недропользователями и чем вообще сегодня живет старейший населенный пункт Алмазного края, подробности далее. В окружении гербов и стопки документов привыкает работать Агния Симонова. Кабинет главы села – новое место работы. На эту должность женщину выбрали жители Тас-Юряха. Теперь новоиспеченный руководитель – пример для молодежи. После получения образования они возвращаются и работают во благо родного села. Я работала на разных уровнях и власти, и в регионах других. Все равно вернулась в свое родное село, чтобы приложить свои знания, умения, опыт для развития своего родного села. Сегодня на территории Тас-Юряха ведут добычу около 10 нефтяных и газовых компаний. Село считается единственным в республике пунктом, который не получает дотации. Недропользователи помогают в социально-экономическом развитии села, обустраивают дороги, снабжают социальные объекты села питьевой водой с очистных установок. Помогают компании также детскому саду и школе. Соседство с недропользователями влияет и на местных школьников. Сегодня в 10-й школе Тас-Юряха 92 ученика. После 9 класса и после 11 класса у нас уже есть такая тенденция пошла, что они выбирают профессии в промышленной сфере. В Тас-Юряхе проживает 450 человек. Безработицы в селе нет. Основные проблемы жилищно-коммунальные. Это благоустройство, строительство многоквартирного дома для работников бюджетной сферы. Для этого руководство Тас-Юряха планирует заключить долгосрочные отношения с недропользователями. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».
Срок перехода на электронную трудовую книжку подходит к концу. Работающие граждане до 31 декабря должны подать письменное заявление работодателю о введении трудовой книжки в электронном виде или сохранении бумажного варианта. Те, кто впервые устроится на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде. В Якутии свыше 190 тысяч работников предпочли остаться с бумажной трудовой книжкой, а 47 тысяч человек выбрали электронную версию. Если человек не успел определиться с выбором до 31 декабря, то работодатель будет вести эту трудовую книжку в обеих формах, то есть и в бумажном виде, и в электронной форме. Если же работник выбрал бумажную трудовую книжку, он всегда может выбрать переход на электронную трудовую книжку. А если он определился с выбором на электронную трудовую книжку до конца этого года, то у него не будет возможности обратно перейти на бумажную форму трудовой книжки. То есть это важно. Ключевской вулкан в Камчатском крае выбросил столб пепла высотой около 6 метров. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения. Позднее сейсмологи сообщили, что из кратера вулкана начал извергаться лавовый поток, который протянулся на 1,5 километра. На кадрах запечатлен момент извержения. На видео также попал момент, как поток лавы стекает вниз по склону вулкана. Извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва с первых чисел октября. До этого вулкан проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года. Кинорежиссер и документалист Максим Арбугаев снял ленту о паралимпийской сборной России по футболу слепых. Кинолента «Бой» выйдет в онлайн-прокат после новогодних праздников на основных платформах России. Тема спорта для кинорежиссера близка, так как он сам 15 лет профессионально играл в хоккей. Это кино не про людей с ограниченными возможностями, а про людей с неограниченной верой в себя, верой в то, что они делают. Так о своем фильме говорит Арбугаев. В начале декабря картина стала победителем в номинации «Лучший документальный фильм» Национальной молодежной кинопремии, организованной Роскультцентром. В России предлагают приравнять спортшколы к образовательным организациям, а их сотрудников к педагогам. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть уже сегодня. Спортивную подготовку при этом предлагается определить как процесс обучения и воспитания. Он подлежит планированию и включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях. Дополнительную же образовательную программу спортивной подготовки предлагается определить как дополнительную программу в области физической культуры и спорта, направленную на всестороннее физическое и нравственное развитие. К этой минуте у меня пока вся информация. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, носите маски, чаще мойте руки и соблюдайте дистанцию.